Тимур Кула, уладальник премии «Золотая маска», покинул жанр пьесы таким, як хотел автор. Абсолютно незвычайная падзея ў дзвюх дзеях, але дасягнуў пастаўленай задачы минимальными сродками. На сцене ўсяго толькі одна вялізная канапа, якая становится самыми рознымі локациями. На данный этап сегодняшней жизни, вот мне кажется, что это идеальная метафора этой пьесы. Вот этот диван брачного ложа, корабля, на котором пытаются все спастись, еще чего-то. Вот эта вот история, куда все женихи и герои пьесы стремятся попасть и не хотят быть скинутым, хотят остаться здесь, в этом теплом местечке, каком-то, и этот диван, как корабль в космосе, в пустом темном пространстве. Знаёмства з рэжысёрам Тимуром Кулавым адбылося ў тэатры юнага гледача імя Бранцева ў Санкт-Петербургу. Разам з заслужанай артысткай Рэспублікі Беларусь Верай Паляковай-Макей яны ўваходзілі ў склад журы і канчаткова дамовіліся пра пастаноўку жаніцьбы ў нашым тэатры юнага гледача, дзе Вера Александровна выканала галоўную ролю Агаф'і Тихоновны. Другая, она не Каренина и точно не Маргарита. Это совсем новый для меня образ, скажем так. Это очень женственный человек. Она в душе ребенок, при всей своей фактуре, такой достаточно большой. В душе она жаждет счастья, жаждет любви, она мечтает покинуть наконец-то свой дом купеческий. И все-таки ей кажется, что дворянин – это принц на белом коне, который приедет и заберет ее. Па словах дырэктара тэатра, спектакль паставілі ўсяго за месяц, але ў ім шмат цікавых хадоў, як гульня святла і цені, у якой сябра галоўнага героя Качкароў выступае сапраўдным нячысцікам, які пляце свае інтрыгі, і сімвалічна разбітая люстэрка на пачатку сведчыць, што шчаслівага фіналу не будзе. За последние 2 недели я потерял 5 килограммов. Это уже говорит о интенсивности репетиций и о том, насколько глубокое проживание, насколько энергетически это сильная роль и, конечно же, физически затратная. Человек, который делает этот спектакль, сшивает белыми нитками одного человека, пришивает его к другому и ставит всех героев в такие обстоятельства, которые являются и комичными, для кого-то решающими, а для кого-то еще и обстоятельствами, которые заставят задуматься над своей будущей жизнью. По-новаму ў жаніцьбе раскрыўся не толькі Качкароў, але і другасныя персанажы, як служка Дуняша, у якой амаль няма слоў, але і без таго яна адыгрывае не апошнюю ролю. Як кажуць у тэатры, світа грае караля.